это уже поклевка, ребята, была. Это уже поклевочка. Это уже поклевка. Уже утопил. Может расшевелиться, блин. Не знаю. Не просекся. Не просекся, ребят. Есть, ребятки, взял. Я его кто-то долбил. Ух, судак. Жал капитально. Смотри, полосы какие. Ну что, победили. Первый хапнул. Но мормышку взял. Победа, как говорится. Мормышка легенькая, долго спускается. Слизнявик. Под него полотенце надо. Ну вот, не знаю, может подойдет. Потом можно еще мотылька будет сыпануть. Чистого, без этого. Без сыпухи. Может реально сыпуха отгоняет только. Все-таки прикормка летняя, она даже не зимняя. Ну, хотя, ну, в общем, не знаю, ребят. Серега вообще кормит кашей. Только, говорит, каша работает. Сыпуха, говорит, давно, говорит, уже не рыбачу. Так, ну что, победили? Все нормально, тут нормально. Не знаю, мы, конечно, коромыслом я не рыбачил. Грузик с крючком. Весной, вот когда мы приезжали сюда, хорошо работал. Не знаю, коромысл как. Не рыбачил, не знаю, ребят, не скажу ничего. Ну, поклевка была. Сейчас уже притопил, и тут смотрю, тык-тык, аккуратненько. Весь коцаный. Судаки здесь есть, и дальки рано. Так, шевеление, ребята. На удочку опять. На игру не хотит. Настоящий шевельнул. Подошли.
Нашли, что ли? Так, ну это радует меня, ребят. Это уже неудобно, удочка далеко. Пока дотянешься до нее. Короче, вообще неудобно. Все как-то неправильно. Ну ладно. Мне не хочется. Есть, ребятки. Зацепил ту, походу. Вторую зацепил. Небольшой. Мелкий подлещик. Это мелкий начудил. Крупный так. Вообще соберется. Так, ну что. Второй, ребята. Победа. Содрал, правда, у меня. Все барахло. Ладно. Резиночка вон есть. Резиночка есть. Так, что? Что-то получаться начинает. Это радует. Это, ребята, радует. Не может не радовать. На мормышку. Пока. Так. Нормалды. Нормалды. Блин, ах, уронил воду. Удочку. Что тут зацепилось? Что-то все замоталось. Так. Можно еще сыпануть, мне кажется, мотылька. Пока стайка подошла, надо удержать ее. Ну, это не большенький. Шевеления есть такие небольшие. Жик, жик. Очень нежно. Очень нежно. Кивок еле-еле, ребята, ходит. Сыпанула еще мотылька немного. Что прекратилось. Поклевала чуть-чуть и все. Сейчас вот минут 15 не было ничего. Сейчас первое шевеление. Недолго музыка играла. Стайка, видать, проходила какая-то. Ну, поклевала буквально вот минут 5-7. 2 штучек задернул. Ладно, братулец. Обед приготовил. Ребят, красота. Так че бы не жить, да? Ну ладно. Ну я после обеда сюда приду еще. Посмотрим. Сыпанул сейчас мотылька еще. Не знаю. Зовет уже. Чего? Иду.
Все, погнали. Братан кормит. Удочки, ребят, я поднимаю, потому что мало ли поклевка утащит. Вот. Ну что у нас? Два подлеца. Мелкий, конечно. Но ничего, как есть. Братское сердце удивляет. Макароны с тушенкой и с яичком. Икра тамбовская. Черный хлебушек. И поле чудес. В интеллектуальном казино. Мне кажется, здесь не рискнуть, не сыграть. Я человек азартный, поэтому я бы однозначно сыграл. Не знаю, почему Дарина. Алексей, может быть, вы и в казино, а мы тут в интеллектуальном клубе. Ну вот сколько я его смотрю. Ну, Алексей, а с другой стороны, наверное, это естественно, что вы бы рисковали, потому что для вас же что главное? Что телезрители выиграли. Так, друзья, ну что, зашел в палатку. Опять буду пробовать сидеть. Пообедали, немножко так даже посидели, отдохнули, что ли. Вот, подходили зрители канала, подписчиками, ребят, я никого не называю, для меня как-то это неудобно, что ли, неприятно даже. Александр, вроде Ирина. Прошу прощения, если немножко спутал с Подмосковья. Сфоткались, надо было записать, конечно, на видео. Такие стеснительные. Сфоткались. Для меня очень приятно. Смотрят ролики. Приехали сюда тоже отдыхать на новогодние праздники. Вот вам большой привет. Молодцы. Это очень меня вдохновляет на самом деле. Что, ну, вот эти ролики, да, вот эти кинчики, там, фильмами я тоже не назову, потому что, ну, здесь все-таки как бы в большей степени любительская съемка. Вот, и оборудование слабое, чтобы какой-то формат такой показывать. Ну, очень приятно, что вдохновляет людей, как бы, на такие вот. Ну, в общем, ребята смотрят, покупают палатки, уезжают и вот отдыхают. Это очень круто. Так что такие дела. Как бы стараюсь, ребята, что-то показать новенькое. Вот в первую очередь тоже вот этими поездками, какие-то новые места, новые знакомства. Вот. Как бы, ну, не сижу на месте, так скажем, стараюсь что-то показать, вот что-то как-то куда-то выехать. Благодаря братульцу, конечно, вот много поездок у нас новых получилось. Да, это, конечно, сейчас не очень просто, и это не дешево, но все же, ребят, бомблю, снимаю. Стараюсь что-то показать новенькое, удивить. Часто ролики выкладываю. Вот. В общем, как-то ну так. Всем спасибо, ребят, кто поддерживает канал вообще в целом. Не только там комментарием, там лайками. Ну и вообще в целом, кто живет, прям со мной проживает, так скажем. Всем фанатам, кто не пропускает ни одного ролика, огромный привет. Вам спасибо. Вот ваша мотивация как бы для меня важна, и в первую очередь я стараюсь для зрителя показать. Вот. Бывает, что даже вот, ну, с камеры вот этой рыбалку, ну, грубо говоря, прозеваешь. Те же поклевки, вот, в первую очередь не за удочкой тянешься, а тянешься за камерой, чтобы как-то вот что-то снять. Съемка для меня важна. Вот, и я уже даже, может, не получаю того удовольствия, да, вот, которое вот раньше было, вот рыбалка, вот это все. Вот это уже как работа переросла. Вот. Ну, все же стараюсь, ребят, стараюсь для вас. И спасибо, кто понимает, кто поддерживает и не оценивает один ролик. Потому что это все по настроению. Это все, ну, настроение у меня, настроение у зрителя, да, и вот какой-то негатив пошел.
и оценивают по какому-то одному ролику, да, в целом. А кто, в принципе, давно со мной, тот понимает, да, что это рыбалка. И она не может быть прям вау постоянно быть. В общем, ну, я проживаю дни, и они бывают разные, удачные, неудачные, всякое бывает. И поломки, и провалы, и за свою историю уже и утопленники были там, и сам чуть не утонул там, ну, волки, в общем, тоже на грани уже что-то бывало, но опять же, вот, как-то оно так. Так что всем спасибо, ребят, вот честное слово, мне очень приятно, когда вот подходят, когда вот прям реально вот от души, видно, что люди смотрят, как бы, и вот, ну, они вообще как бы с другой области, там, да, вот другие условия рыбалки, но все же как бы смотрят и уважают, ценят, и мне это очень приятно, на самом деле. По-другому не скажешь. Так что, ребят, дружба, жвачка, как говорится. Вот. Времена тяжелые, но надо быть как-то попроще. Вот. И в комментариях тоже писак очень много стало. Ну, понятно, что там может как-то с подковыркой, но опять же, вот, я вот лишний раз гадость, ну, точно писать не буду, допустим, кого я смотрю. Ну, потому что я понимаю, что не всегда получается, это не сценарий, это не кино. Когда тебя снимают там 1000 людей, там тебя гримируют, там что-то там. Я проснулся там с такой шайбой неумытой, ну, как бы у меня нет таких условий там, да, допустим. Ну, здесь она правда. Здесь она правда, здесь не наиграно ничего, и здесь вот именно в первую очередь донести именно как оно есть, а не как оно вот на диване человек смотрит, как это все просто, красиво и круто. На самом деле это много дел, много сложностей там, физических там нагрузок также, да, вот не досыпаешь, не высыпаешься там, вот, ну, как-то ну так. Вот, понимающим всем огромное спасибо, вот в первую очередь хотелось бы сказать. 26 у нас, да, наступил год. Вот, бомбим, будем бомбить, пока все реально не прикроют, хотя уже с ютубом там 1000 проблем. Вот. Я же все-таки склонен к ютубу. Для меня это в первую очередь первая площадка, на которой я вырос, на которых я собрал аудиторию. Причем не маленькую, для меня это огромная сумма, ну, количество, так скажем, да. Вот. Я сам живу в деревне, в которой даже 1000 людей нету, и для меня это большая цифра. Ну, как-то вот так. Так что, ребят, будем надеяться, что будет все хорошо, будем продолжать уезжать, снимать. Вот. Как бы как-то оно так. Пальчик в воздух, ребята, от вас. Мне будет приятно. Чего он до конца не горит, нахуй? Непонятно мне это. Ты ебаный пидорас, блядь. Снимаешь, да, блядь? Сашенька, снимаешь, блин? Раскорячился этот горячок долбаный. Так, ребят, ну что, у нас вечеринка рождественская. Серега позвал нас на шашлычки. Уже первую партию приготовил. Стейки там. Ну, у нас стейки были, отдали утром. Серега должен приготовить. И вон фонарик едет уже. Поедем. Они вот как раз с Юлей рядышком рыбачат. Вот у них леща уже, лещ уже у них хорошо. Полкилометра отсюда. Вот как-то так. А здесь вот только-только начал расклевывать. Что делать нечего. Завтра домой съездим. Погода позволяет. Шашлычная как раз. Поедем, как говорится, с друзьями посидим. Поговорим.
твой брат прибыл. Кто заказывал такси в Дубровке? До Твери сколько, дед? 40. Поехали. Два счетчика. А Сашу 2, Солидару 1,5. Я понял. А как пахнет-то? Запах. Юль, привет. Привет. С Рождеством. Привет. И тебя тоже с праздником. Праздничком. Праздник. А молодый? Вот это мы удачно залетели. Мясо-то, мясок хорошее, Серега. Ну не знаю, будем пробовать. А шашлычок под коньячок? Так мы уже, кажется, пробовали ваш шашлык. Да. Нет, ты не пробовал у нас шашлык. Нет? А, на Песня. Новый год, да, мы шашлык пробовал. А вот когда знакомились первый раз на льду, ты пробовал как раз Андрюшин шашлык. Класс. А чё б так, ребят, не жить, да? Придется уже с Все бы так жили. Однажды подарили на этом месте этот нож. Нет, сегодня тепло, на самом деле, очень классная погода. температурцом. Прям шашлычком можно прям заняться. Мне кажется, многие сейчас кто-то из вас, наверное, готовит шашлык на 7 число. Уже третий год. Это Такие подарок. дела. Так, ребят, ну немножко хотел показать. Серега двигается на Тафаваре, на стандарте. Я с такого начинал. Правда, у него двигатель 20-ка, у меня был 15-ка. Кофр, аккумулятор. В общем, заряжен Серега, нормально, молодец. В плане этого. Саночки. Это мои саночки, я ему когда-то отдавал, когда он приезжал первый раз на первый лед. Вот. Палатка Снегирь 4Т. У нас 4 талонг. Это 4Т. Вибаста работает. Ну вот, китайская. Нормально, говорит. За все время литров 10, говорит, спалили. Вот они 3 дня тоже живут, 3 дня. Вот. Шнек тоже Серега такой взял. Класс. Вообще на шуруповерте. Ну, плюс-минус. Жерлички тут стоят рядышком. Вот. Правда, по хищнику у них никак. Вот. Полянка. На льду всегда это прикольно, но всегда так. Вот. Вот так вот рыбачат. Классно лунки сделали. Ну, сколько рыбы надубасили. Юля наловила. Вот это, Юлька, ты молодец. Смотрите, такие прекрасные. О, хорошенькие, да. Вообще. Что делаешь, Юля, с ним? Что делаю? Котлеты? Соседям раздам. Серьезно? Родственникам. Молодцы. Сами пожарим. Юль, молодец. Затопчим. Вот это пойдет. Такие дела, ребят. Ладно? Посидим, покушаем, пообщаемся. Возьми стул, там же есть Конечно. Надо было точно табуретки взять. А ты слышал, я видел вчера прикол, скинул тебе. Андрюх, скинь локацию, где стол такой взял. Как там уже кто-то уже ссылку скинул. Нет, садись, я Юль. стою. Я достану, если мне нужно будет. Садись, Андрюх, там есть еще стул, она просто... Конечно. Есть, Да, есть стул, шаровар конечно. есть. Она просто говорит, я постою. Давай, честно, любой. Вот такая вот, пойдет? Да запью разок. Она, это, с этим. Она вообще не теплая. Нормально. У входа стояла. А ты что такое тут? Что ты такое пьешь? А это мое. Настойка? Настойка. Нет, это не то, что там налит, это своя настойка. Нет, ну я тебе помнишь говорил, что я водку покупаю, бальзам этим извожу, который тебе кашинский. Вы любитель Бальзам, такого, что да? кашинский. Я понял. Любитель такого, да?
У меня долго стояла бутылка. Нет, и начала ее. оно не сладенькое, оно бальзам каша, этот, который я тебе тоже привозил. Да, вот я водку и туда добавляю, сам развожу, он же не сладкий. И что, как нормально? Лучше не Лучше, готовь. лучше сказал, Там есть жар? Не, они пусть ты их порежь верхи. Нет, просто подвинул, да, пожать что-то. Никак не могу. Ну, деда заставили открывать. Какой ты дед, да? Дважды дед уже. Мы еще внучку не видели. нам надо Выписали? еще. Да, выписали дома. Мы поехали сюда и выписали. Сколько веса? Слушай, хорошо. 3,570, да? 3,450. А, 3,450. То есть, Серег, у нас, знаешь, такая традиция была, когда вот кого-то сын, там, или дочка рождается, за каждый килограмм, типа, литр, понял. Ага, ну, Андрюх. 3,450, понял. Не подготовлен. Ну, что Тут, наверное, столько и ушло с Нет, 3 числа. подожди, так это с отца, а не с деда. Ну да. да. Ну да. А дед-то еще больше должен. А, дед должен вдвойне, да. И за дочку, да, как Конечно, говорится. дед там должен И вообще за просто внучку. бабы закинуть нормально. Слушай, ну я вот так по это самое, да, как говорится. А что за коньяк? Не знаю. Ты не даешь? Ну да. Ты привез коньяк? Да, я это. На, попробуй воду. Хочу, знаешь, что сказать, Андрюх? Паш, тост, Олег, Юля, тоже тост. Вот, давайте ценить дружбу. Много дружбы, знаешь, великая годами есть, а теряется в раз. Можно знакомиться 10, знакомы быть 10, 20, 30 лет, 40 лет, 50 лет. А друзья разбегаются по-разному. А вот мы собираемся вот так, как можем. Ну да. И вот я хочу, чтобы наша дружба продолжалась. Сейчас, Тимочка, сейчас. Да, конечно, это не часто может встречаться, мы не можем. Сейчас Но дядя тост по скажет. возможности мы должны встречаться. На нашей земле Тверской, значит, на нашей земле Тверской. В Сыктывкаре, значит, в Сыктывкаре. У нас теперь есть... Неправильно, У нас теперь немного есть... не в Сыктывкаре, а В Коме. У нас тост Коме, просто. в Коме крае. Да, ну Коме Сейчас край, ну посмотрим, маленький, да. Да. В Коме край. Вот. Вон, Ну, у нас теперь есть еще... Кировская область. У нас теперь есть еще промежуток, где мы можем ближе Минералку, встречаться. да. Так что еще и в Кирове, так что Минералку. Вот оно так оно и есть, да. поэтому За это правильно ты ценим той дружбу. Вот мы сейчас живем, мы должны Не ценить пью каждый я. шаг, Как обещал. каждый момент, каждую секунду жизни. Да нет, ты чего? Поэтому дай Бог, чтобы все Не, здоровья. минералочку. Олег, тебе здоровья тоже, Паша. Давайте, чтобы как Красавчик, говорится, красавчик, мужик, приехал. ну, все было. Будем живы-здоровы, будем встречаться. Да. И поэтому, если пригласите, будет возможность, просто сорвемся и приедем. Ну, как мы, в принципе, всегда идем. Как вы. Золотые Вы слова. вообще сорвались, вообще спонтанно. Мы с Юлей За час, выезжаем. за час. Паша говорит, я еду. Я ему в 6 Ты утра рассказал. завезешь, За час собрал. завезу без проблем, Паша, все, приезжай. Ты мне звонишь в 8 утра, или в 9 утра звонишь. 9 утра. Я, говорю, как дела, как что, там, это с Новым годом. Я говорю, ну так, все. Ну, я, говорит, на озеро выезжаю, говорит, это самое. Я говорю, что, я там поедешь? Да нет, в Тверь. Да ну нафиг. Как? Ну, Паша позвонил, говорит, а чё ж ты нас не зовешь? Мы сейчас. Молодцы. Вот так вот, спонтанно, как говорится. Что, Но, сын, рассказывай. Да. чтобы были все живы и здоровы. Давай. Вернулись домой. Что, хорошо все у нас? Теплича. Да, хорошо. Сейчас наведем порядок, ребятки, и нормально будет. Да не тепло, хорошо. Мне просто бочка нужна, кормушка. Че, понять, водички свежие. Довести. Так, югу.
А, мокрое все уже. Так, ребят, доброе утро. Ну что, все. С раннего утра мы начали движуху сборов. Не стали мы тут до обеда сиськи мять. Хотели мы тут к обеду, к вечеру собраться, выезжать в ночь. Ни одного подъема. Короче, Пашка уже там с утра начал ковыряться. Мы, в общем, проснулись и потихоньку, помаленьку, в общем, начали собирать вещи. Делать нечего здесь, рыба не клюет, так что такие дела. Вот. Да, ну как есть, что потом поделать. Вот так выспались, нормально в целом. Ночью опять, говорю, была у нас проблема с печкой, вроде потом более-менее. Так что 8 труба, ребят, берите 8. Она получше. Она подольше все равно, как бы. Она забивается, да, вопросов нету, но прожигаешь и вроде как нормально. За 3 суток я печку вообще не доставал. Понятно, там много сейчас золы всякого. Ну, как-то так. Ладно, собираемся. Потихоньку. Вот как раз где выход, братан, где выход, вот, да. Ближе к выходу делай. Вот там забилось. Где этот холодно на горячее выходит. Там забивается обычно. Не, пошла тяга. Вон сколько вылетело, блин. О, фига повылетало, смотри. Жестко все. Смотри, сколько. Видишь, сколько? Да. Сколько этого сажи. Да. Береза, брат, твоя. Коксуется. У нас тоже вон тут все, смотрю, текет, блин. Олег, у нас тяга нормальная? Да, у нас нормально, если открываешь. Ну и все, хорошо. У Пашки не горит нифига. Забито. Надо разбирать. Ну теперь уж хули. Печку затащить. Нету тяги, братан. Должно быть прям плывать. Хотя я не знаю. Вроде как разгорелось вроде. Малышка радует. Второй поход со мной. 70%. Вообще отлично. Так что доволен. Нормально. Дальнее видим.
Так, ребят, ну чё, шмурдяк собрали, Олег пошел собирать жерлиц, и у нас загар. Загарчик напоследок, так скажем. Вот под палаткой, ребят, спрашивали, вот вода, не вода, вот топчу снег, но я обычно техникой накатываю. Ну, в принципе, вот возле печки, ну, даже воды практически нету, нормально. Вот, а Паша почистил у нас лопатой снег, вот вода есть немного, ну как немного, нормально так. Вот. Вот тут, видите, сколько воды. Как-то так. Ну и вот столько шмурдяка у нас, как говорится. Вещей много. Так. Что тут напоследочек у нас? Слушай, ну осталось там пару оборотов. Да? Ну, так что может и есть. Давай, бери, пробуй. Я думаю, там ничего нет. Не знаю, посмотрим. Так-то там 2 оборота осталось. Может 3. 3 оборота осталось. Да? Ага. Сюда, кажется, большой. Щука осиливает обычно. Ага. Что-то есть. Есть, да. Сюда. Большой. Может, щука, не пойму. Щукарка. Киушница. Даже не дергает. Как судак. Киушница. Ну, днем, да. Ну днем, да, понятно. Напоследочек. Ах, ребятки, ветерок холодный. Морозы сюда идут. Ну, у нас дома тоже морозы. Вот, праздники, не знаю, ребятки у нас там рыбачат, не рыбачат. Да рыбачат, наверное. Ну что, побывал еще раз, ребята, на этом я озере. Да, в этот раз немножко неудачно, но не пустые, как бы. И то, я считаю, судака своего поймали, леща своего поймали. Так что как-то так. Все скучают, на самом деле, у всех рыбалка вообще никакая. Так что мы еще с рыбкой, так скажем, круто провели время. Вот, сейчас Серега приехал, уже рыбачит. Сейчас сделаем пару ходок. Вот, загрузимся и потихоньку пойдем, ребята. Ехать нам целые сутки. Паша 4 часа и вы дома. А нам, ребята, пилить и пилить. Олег, конечно, красавчик. Вообще молодчага. Вот. Ну, познакомились. Очередные знакомства, ребята. Это всегда круто. Теперь у нас кировские ребята на связи. Кировским всем привет. Вот так вот, ребят, надо кататься, дружить, рыбачить, проводить время на природе. Это дорого стоит. А рыбалка, рыба, это второстепенно. Это не магазин, понятное дело. Так что занимайтесь, ребята, рыбалкой. Покупайте палатки. Выезжайте просто без рыбалки, просто пожить. Вот ребята тут просто гуляют, готовят кушать, отдыхают. В общем, это круто. Такие дела. Так, я сейчас кого-то одного завезу. Машину завел, выковырял. Да?
Олега сейчас Если Соловьев уйдет. А? Нет, вот Олег там будет, и по начну считать, поэтому на время будет. Не приезжай больше. Пошла охотка. Как приехал? Ребята, двумя ходками в маленькие санки сел. Тут полное все. Такие дела. Все, выезжаем, как говорится. Поехали потихоньку. Все, большое местечко. Все было круто. Поднись сильнее. Повыше, да? Да, давай пол засунешь, чтобы легче было. А потом... Слушай, я их не доскил. Нормально было. Ну так-то похоже за вчера. Ладно. Давай. Все, сейчас мы там.
Рюмочку тебе. Спасибо за приглашение. Дай бог, видимся еще. Прыгайте ее вот на родину. Уже дорогу набита у вас. Я больше так не приеду, я полетал. Тремя путями я больше, да? Это тебе тоже Крым такой, блядь, делаешь. 1600, да? 800 туда обратно. Ну давайте, Ладно, давай. Поедем. давайте. На связи. От связи. Так, братцы, ну что, попылили мы, как говорится. Все, распрощались с Серегой. Серега тоже будет собираться сегодня. Завтра уже на работу. Паша не стал, ну, как бы не стали вместе выезжать, потому что нам направо, ему налево. Короче, решили мы через Тверь поехать. Да. В Москву, короче, мы проезжаем. Не проезжаем, точнее, а мы ее, ну, не будем заезжать мы в нее лишнее. Ну все, что, впереди плюс-минус сутки, ребята, дороги. Как-то так, не знаю. Может, что интересно там, может, покажу. В Тверь будем проезжать заодно. Я в Твери еще ни разу не был, кстати. Вот. Ну, как-то так, короче. Ох ты. Такие дела, ребят. Ну, вот, что сказать. Не знаю, что сказать. Все сами видели, как говорится. Вот. Нормально провели время, что самое главное. Рыбалка это. Рыбалка, она такая есть. Сегодня густо, завтра пусто. Так что такие дела. Нормально, да, прокатились, конечно, нехило. Дай бог, что все нормально, доедем, без всяких переключений. Вот. Потихонечку допылеем. Да, время 13:23, уезжаем. Еще часа 2-3 будет у нас СТО, ну и потом погнали. Такие дела. Все, полетели. Народу море, люди отдыхают, база полная. Правильно делать.
Ну что, ребят, все. Я дома. 7 утра. Добрались. Тяжко, я не знаю. Ну, Олег, ребята, вывез коляску просто. Я поражаюсь. Блин, ну, он просто держит свою машину, он ее понимает. И просто, блин, красота вообще. Довез, прокатил меня просто с ветерком. В общем, 2 часа мы вчера выехали, 7 утра приехали. Туда заезжали сутки, больше суток. Сейчас получилось меньше. Потому что без всяких там Москвы. Ну, в общем, топили и топили. Останавливались только на заправку. 5 раз заправлялись. Вот. И Олег еще до дома, обратную сторону. В общем, у пацана получилось больше 1000 километров просто так, чтобы съездить за мной, так скажем. Не знаю, этого стоит, но Олег сказал, этого стоит. Вот. Нормальный пацан. Берем в команду. Такие дела. Пока меня не было, ребят, ничего, в принципе, не изменилось. Только сыпет снег. Сейчас он лопатой прошелся аж до гаража. Сантиметров 20-30, наверное, насыпало снега. Новогодние праздники продолжаются. Минус 20, что-то такое у нас. Вот такой маршрут, ребята, мы дали. Нормально областей проехали. Вот. Нормально, в общем. Ну, топить баню будем. Отходить, наверное, пару дней после такого маршрута. Вот. Ну и в целом как-то так, ребят. Давайте увидимся. Всем пока. Че, братан, расскажи вкратце. Че? Саныч не хватает для таких историй. Нет, спонтанно сорвались. У меня не сдает. Да, что, так всегда же надо срываться. Я думал, что это спонтанно выезд стрельнет нормально. Но озеро подводит нас. Так вообще всегда надо собираться. Когда планируешь, это сколько раз не получалось. Че, какие планы? Пока надо болт забить на это озеро. Да. Планы, что, другое надо искать. Наметки есть уже. Север пробивать надо, да? Ты север, да, это по щук, я по судаку говорю. Ну есть же заметки, правильно? Да. Вот. Судачка тоже прикольно ловить же. Надо что-то делать, искать, наверное. Да, если бы не судак, я бы на это озеро не гонял, на самом деле. Ну конечно, и мне подкупает судак, естественно. У меня здесь, ну его никак нам не поймать. Вот. Щука-то понятно, да. А судак это да. Ну поймали своего, что. Ну да. Как не пустые же все равно. Понятно, что кажется, только проехали. Но люди вот, знаешь, бывает пишут, типа вот потратили, знаешь, там вот все расценивают, что можно купить, типа рыбы. Ну да. Ну, Да не, дело же не в этом конечно. же, правильно? Конечно. Естественно, как бы можно там, сколько это все потрачено, там Братан, икру. понятное дело, если мы сейчас продать вот это все, что у нас есть, может судака до конца своих дней есть. Купить и кушать его. Еще в ресторане, чтобы ты понял. Да. Нет, конечно, это же увлечение, хобби. Это отдушина. Блин, ну все по-разному заморачиваются, естественно. Кто-то на лыжах бегает, там, кто-то, я не знаю, там, с парашюта там прыгает. Кто-то там, ну, там те же снегоходчики просто по катушке, знаешь, там, да. А тут вот это рыбалка. Ну да. Уединение с природой. Как бы Да как. нет, да, кайф, да, такой. Все равно своеобразно. Да. Пожить в палатке это тоже зимой, тем более, это классно. У меня родители спрашивают, мать переживает, а что ты рыбак, в кого? Ну в кого? Они меня таскали вот с такого на рыбалке. Причем они-то ездили, такого еще не было. Ну, понятно. Но все равно нас таскали по 3 дня, они никогда на день ездили. У них отец сделал для детей прицеп с тентом, мы там спали. Они в палатке такая на земле, понял, ну, с этим. Кстати, постоянно спрашивают, что типа Паша, там я называю, там нет, как казах, там не казах, то что с Казахстана, вот откуда вот именно конкретно получается? Озеро Балхаш. Балхаш, да? Да, Приозерск, но это там военная часть. А так Сарышаган прям на берегу, рядом с Приозерском, 12 километров. Ну ты там немного был, да, прожил? В 11 лет. 11 лет. Ну, то бишь, с рождения, получается, до 11 лет, да? Угу. Кажется, да, 96-й год, кажется. 93-й, не помню.
Уехали мы. Ну, все равно это же твое детство, правильно? Родина, как ни Ну, крути. конечно, родина, да. Малая родина считается. Потом идет Тамбов, правильно? И все, да. Ну и Москва, ты сейчас в Москве. Приехал на один день уже 10 лет. 10 лет, да, уже в Москве. Ну да. Такие дела. Ну да, жизнь такая штука. Казахстан, Балхаш, охота, конечно, еще увидеть вообще. Но есть план, правильно, скататься. Да, конечно, надо ехать. Машину надо обновить, да поехать. Пашка зовет. Съездим, наверное, ребят, что. Так что кто с Казахстана... Там класс, да, там и встретят хорошо, и порыбачим, ништяк. На остров перевезут нас, будем кайфовать, кушать арбузы, хлеб. Там нормально баранинку. Класс. Далеко, правда, только мы. А как заездом по границе вот? Да без проблем, вроде, Ну вот сейчас я там, Сашка у меня вот с Москвы, кстати, они сейчас отдыхают, новогодние праздники, там спокойно приехали. Не, ну просто в связи сейчас, что есть, я хрен его знает, ну вроде все без проблем было. Чем мы там сейчас дружим, с ними не дружим, я не знаю. Да, наверное, брат ездит туда постоянно к родителям мой, двоюродным. Я думаю, что это без проблем. Понятно, что. Рыбку вывезти, вот, бывало, да. Я один раз на самолете пытался вывозить, ну вывез через взяточку, пришлось денег давать. Да. Понятно, что. Ладно. Как минимум встретились. Да нет, это дорого стоит, конечно, причем даже дело не в рыбе, ни в чем. Понял, понял. Движ. Мы попытались, что, мы приехали. А рыба не рыба, бог с ним. Что делаете? Делаете как мы, да? А лучше круче? По-любому, да? Конечно. Надо выезжать, покупать палатки. Выезжать, Да, встречаться. Сейчас можно отдыхать в России, согласись, братан? Сейчас есть все для этого. Да, конечно. Даже зимой вот так, ребята, ну это не расценивать прям вот сразу начинать там с каких-то больших дорогих палаток, там все с опытом приходит, понятно. Да не, ну это уже мы, да, там это, когда все хочется лучше пробуешь. А так-то, ну что, ну вот брал я первую свою палатку в жизни и печку, ну мы же в ней жили. Ну да. Кайфовали. Так же, да? Конечно, выезжали. Это ж потом начинаешь там примудряться, вроде как это. Не, ну видишь, что мы выезжаем, бывает, надолго, что мы можем стоять неделями. Понятно, каждый нюанс уже у нас это. Ну да, понятно. Мы уже начинаем там и полы, там и все это, потому что в разные эти попадаешь погодные условия и т.д. А так, конечно, можно что-то гоняться. Вот он мне только что звонил. Ладно, ребятки, давайте у Сереги увидимся.